телеканале АТВ предвыборные дебаты в прямом эфире, и мы с нашими участниками продолжим сегодня говорить о внешней и внутренней политике Молдовы. Сегодня у нас в студии Петр Влах, кандидат в парламент Республики Молдова от Либерал-демократической партии, и Руслан Плопа, кандидат в парламент Республики Молдова от партии коммунистов и реформаторов. На сегодняшние дебаты были приглашены еще и кандидат от либералов-реформаторов. Однако в регламенте говорится, что отсутствие одного или нескольких конкурентов на выборах или их представителей на предвыборных дебатах передается о гласности и не является основанием для отмены или приостановления выхода передачи. Поэтому сегодня мы с нашими участниками продолжим дебаты. Здравствуйте, рада видеть вас в нашей студии. В начале передачи ее участники представят основные тезисы по теме дебатов, ну а затем перейдут непосредственно к дискуссии. Каждому участнику для выступления отведено 15 минут в течение всей передачи, плюс 5-10 минут для ведущего. Кандидаты используют это время по своему усмотрению. Во второй части будет предоставлена возможность дебатировать с оппонентами. В третьей части дебатов участники ответят на вопросы избирателей, и всем им будет предоставлено право на реплику. А в конце программы кандидаты смогут еще раз обратиться к избирателям, чтобы убедить их голосовать за свою партию. Ну а сейчас я передаю слово кандидату от Либерал-демократической партии Петру Влах. Пожалуйста, ваши тезисы вашей партии. Либерал-демократическая партия Молдова за государственность, Либерал-демократическая партия Молдова за независимость Республики Молдова, мы за европейское будущее, мы за европейское развитие Молдовы, мы за тесные взаимоотношения и торговлю со всеми восточными странами. И мы за то, чтобы наши граждане Республики Молдова чувствовали себя, проживая в центральной части Европы, настоящими европейцами, чтобы у нас было достойное образование могли получать, чтобы мы могли получать достойное и качественное лечение. Также, чтобы наши граждане Республики Молдова могли иметь рабочие места. Поэтому, голосуя за либерал-демократов, вы голосуете за развитую, экономически стабильную и сильную Молдову. Спасибо, Руслан. Ровно 1 минута на тезисы дается. Да, я вас понял. Добрый вечер. Хочу поприветствовать своих земляков. Я родился в Камрате и очень рад вернуться. Каждый раз стараюсь как можно чаще быть в Камрате. Наша партия на эти выборы, которые мы считаем одни из самых сложнейших и, в принципе, они определяющие для вектора развития нашей страны, мы вышли с лозунгом «Против всех, кто был у власти». Против всех, кто 23 года пудрил вам мозги, кто довел эту страну до белого коленя, кто довел эту страну до тотальной коррупции во всех сферах области. И мне печально, где-то с сарказмом смотрю на эти ролики различных партий. Кто-то ее выращивает, как определенная партия, кто-то говорит, что мы будем образование поднимать. Я надеюсь, в передаче озвучу наши тезисы, озвучу наше видение, как сделать так, чтобы наша страна жила красиво, чтобы она была цветущей, как раньше называли цветущая Молдавия. А также у нас есть четкое понимание, как сделать так, чтобы наши сограждане вернулись из-за рубежа, чтобы их не называли гастарбайтерами, они работали тут на благо нашей страны и своих семей. Все, спасибо, минута истекла. Ну а сейчас, уважаемые участники, перейдем к дебатам. И мой первый вопрос к господину Влаху, наверное, будет. Как вы оцениваете внутреннюю и внешнюю политику, проводимые властями за все эти 23 года? Так резко, за 23 прям. Но у нас в течение 23 лет было много, так скажем, чего. И война была, и тяжелое восстановление, потом был экономический подъем резкий, как во всем мире, так и в Республике Молдова. И также пошел экономический спад как во всем мире, так и в Республике Молдова. Тем более сейчас у нас, мы знаем, что вокруг идет война. Обратите внимание, наше государство, наши братья, Украина. И естественно, что это сказывается, опять же, на экономическом росте Республики Молдова. То есть, если брать за 23 года, что было, то много сделано, много еще надо делать, потому что после развала Советского Союза, вы знаете, что у нас было только свое законодательство, которое мы каждый год обновляем, на каждых сессиях что-то добавляем. Также своя конституция, но что касается развития, мы не могли резко развиваться. Почему? Потому что ситуация не позволяла того,
по одной простой причине, то, что у нас Республика Молдова, аграрное государство, и нам надо было именно развивать или делать все возможное, чтобы развить аграрный сектор. К сожалению, в течение 23 лет не было проведено ни одной реформы, которая бы дала гражданам Республики Молдова развиваться. Мы, либерал-демократы, мы не испугались этого, мы взяли на себя эту ответственность, начали проводить реформы. И, естественно, что реформы вначале всегда болезненно встречаются жителями Республики Молдова. Но через года, два, три люди поймут, что эти реформы необходимы были как в области образования, как в юстиции, как в других. Какие реформы чуть-чуть конкретнее можно проводит вот либерал-демократическая партия? Какие не только реформы? либерал-демократическая партия Молдовы, это Действующая власть. Действующая власть, за это голосовали и демократы, и либералы, и те же либералы-реформаторы. Взять даже кодекс об образовании, и налоговый кодекс, взять и в области юстиции, и прокуратура, и суд. То есть реформы, те реформы, которые жизненно важны для Республики Молдова. Если мы говорим о Молдове без коррупции, то, естественно, мы должны в первую очередь искоренить это в судебных органах, прокуратура, в образовании и в той же медицине. Как вы считаете, эти реформы приведут нас к лучшей жизни? Вот все люди, они ждут, что лучше мы будем жить. Конечно, приведут. Потому, ну, поверьте мне, что реформа уже это же не просто проснулся Филат, Влах или Лянка и решили втроем провести реформу по всей республике. Это есть целые институты, которые есть аппараты, это же готовится не за один день, не за 2 дня объявляется реформа, о проведении реформ. Это проводят годами, идут исследования, что будет, что даст нам реформа, что не даст, какие плюсы, какие минусы. Но самое главное, чтобы эти реформы, которые проводятся по Республике Молдова, чтобы они были в пользу граждан республики. Вот что самое главное, чтобы гражданин Республики Молдова понял, что эта реформа в первую очередь для него, не для правительства, а для него. Поэтому и без реформ мы никак не могли идти дальше. Без проведения каких-либо реформ мы не могли бы, я вам скажу, мы не можем по сей день привлекать сюда инвестора по некоторым позициям, то, что у нас не было приведено законодательство в то правовое русло, которое требует иностранный инвестор. У нас, вы знаете, что у нас большие проблемы не то что некоторые, во многих населенных пунктах, где нет ни дороги, ни воды, ни канализации, ни электричества. Естественно, инвестор, приходя в Республику Молдова, он в первую очередь, если хочет где-то даже построить ту фабрику или завод, он просит правительство или же местную власть того населенного пункта: ребят, дайте мне, пожалуйста, хотя бы какие-то условия, мы будем строить. Мы откроем рабочие места. Но кроме этого, нужна стабильность. нужна стабильность. Знаете, как банкиры говорят, деньги любят тишину. Поэтому и в этой ситуации любой инвестор, он говорит, мне нужна стабильность в вашем государстве. Ну, у нас, к сожалению, есть некоторые люди, которые пытаются всегда дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова. Как только начинается у нас предвыборная или же предвыборный год, у нас обязательно на тот год где-то какое-то государство нам должно всегда вводить какой-то эмбарго. Обязательно наши фрукты становятся непригодными для российского рынка взять, например, или же для рынка таможенного союза. Спасибо. К сожалению, время истекло, не успела я задать свой следующий вопрос. Переходим к господину Плопа. Скажите, ваше отношение вот за эти 23 года, что изменилось? Ну, изменилось то, что наше государство стало независимым, но если обратить внимание, что за эти 23 года, каждый раз, когда у власти была коалиция правых сил, то у нас что-то было плохое. Сначала была война в Приднестровье, потом, слава богу, остепенились, но чуть не было войны в Гагаузии. В 1998 году проводилась реформа земли, когда раздали без учета всех факторов, раздали землю людям, но чем их обрабатывали? То есть разрушили колхозы, разрушили всю инфраструктуру, просто отдали землю людям на обрабатывайте чем хотите. Опять же говорим про нынешнюю власть, снова, которая последние 4 года, она правоцентристская. Они подписали, который мы считаем, это абсолютно невыгодная ассоциация для Республики Молдова, договор об ассоциации с Евросоюзом. Потому что это убийство сельского хозяйства и также всей возможного роста экономики и индустриализации нашей страны, это убийство. Потому что
О чем мы говорим? О том, что мы открыли рынки для Евросоюза. Мгм. Открытые. То есть приезжайте сюда, давайте все, что хотите, взамен нам поставить определенные преференции. Народ не читал Там четко написано, что мы можем воспользоваться только 70%. Как только мы переходим порог до 80%, мы обязаны сообщить Еврокомиссии об этом, а как только доходим до 90%, то Еврокомиссия может пересмотреть в сторону решения этих преференций. Может, это в начальной стадии, может, потом будут другие Нет, это изменения? преференции, которые, понимаете, в чем наше правительство нынешнее, да, коалиционное, оно торопилось подписать этот договор ради подписания, лишь бы не быть под Россией или под Украиной, неважно под кем. То есть они ради этих грантов, знаете, как в детстве, как удобрить ребеночка? Ты ему даешь конфеточку. Вот ребенок уже спокойно, он слушает то, что вот так и наше правительство. Им кинули чуть-чуть грантов, вот они их взяли, взамен подписали этот грабительский договор. Берем пример Польши, да, которая тоже вступила в Евросоюз, но перед тем, как вступить, они торговались, и Польша выторговала себе очень большие преференции, намного Какие, больше, например? по продаже сельской продукции. То есть на рынке их должны обязательно покупать. То есть точно так же по инвестициям они четкие суммы прописали. Мы говорим, давайте посмотрим, идет в последнее время идет разговор. Финляндия хочет выйти из Евросоюза. Венгрия тоже ставит. Болгария мертвая экономика. Что пришли богатые люди из Евросоюза, купили землю, а дальше люди, которые живут на этой земле, становятся батраками. Это простое слово, но вот они батраками этих землевладельцев, этих капиталистов, я их так назову. Поэтому мы считаем, что он невыгодно. Наша страна должна иметь четкий вектор. Мы ратуем за то, чтобы Молдова была страной, которая не ложится под кого-то, ни под Евросоюз, ни под страны таможенного союза. То есть стратегическое партнерство должно быть со странами таможенного союза. Но мы должны... А с Евросоюзом не должно быть? С Евросоюзом мы должны заключить договор об ассоциативной торговле. Это означает, что с каждой страной мы должны заключить договор, что мы пускаем на рынок, а что нет. Почему наши товары должны не продаваться в Молдове? Что у нас происходит? Что у нас наши сельскохозяйственные продукты, они не продаются в Молдове. Потому что они не конкурентоспособны. Потому что там даются субсидии, даются инвестиции. Почему у нас на рынке больше помидоров из Турции, картошка, яблоки из Польши? Потому что мы не выращиваем, наверное. Нет, мы выращиваем. Мы выращиваем чуть, но даже то, что выращивается чуть-чуть, оно не может продаваться, оно не конкурентоспособно. Мы выступаем за национальный протекционизм. Это доктрина нашей, экономическая доктрина нашей партии. Потому что наш производитель должен быть защищен. Если мы производим помидоры, то значит другие помидоры должны продаваться в 2-3 раза дороже. Тогда уже человек сам решает, хочу ли я покупать турецкие помидоры или я куплю молдавские. Точно так же по картошке. То есть наша страна, почему-то в советское время она обеспечивала не только Молдову, а еще очень многие республики Советского Союза. А сейчас мы не можем. А почему сейчас потому мы что не можем? Потому что разрушили правоцентристские партии в 1998 году, когда приняли программу ПМН на деньги так называемого братского народа США. Спасибо. Время у вас тоже истекло. Первый раунд, можно сказать, что мы завершили. Сейчас переходим ко второму раунду. Второй раунд вы также имеете по 5 минут. И во втором раунде вы имеете право задавать друг другу вопросы. Пожалуйста, господин Влах, у вас, я вижу по глазам, что назрел вопрос уже. К оппоненту вопрос. Не, я наоборот внимательно слушал, мне было просто интересно послушать коллегу. Вы не хотите ему возразить? Вот он считает, что неправильно сделали, что подписали, действующая власть подписала соглашение Евросоюза. Вы как считаете? Мы по разные стороны. У него... Но вы сегодня у нас за действующую власть. Он сейчас должен обвинять, мне надо оправдываться. Я оправдываться не буду по одной простой причине, то что я одно хочу сказать, что продукция, которая выращивается в Республике Молдова, ее не хватает для своих жителей Республики Молдова. Не то, чтобы мы говорили о нашей продукции, то, что мы не можем продавать, нам дали квоту какую-то, мы не можем продавать в Европейский Союз. Мы ее не умеем продавать, мы ее не умеем выращивать правильно, мы ее не умеем паковать, мы не умеем ее рекламировать. Сперва надо научиться хотя бы для начала, как правильно выращивать эту продукцию, как ее правильно хранить, как правильно ее упаковать. А после этого возмущаться, если нам не дадут где-то рынок. Та же Россия сегодня говорит о том, что, уважаемые молдаване, хватит нам возить уже в фургонах просто
насыпью яблоко и продавать его как хорошее экологическое, чистое экологическое яблоко. Нам нужно хорошее упаковать в упаковке, чтобы он был товарный вид, уже не говоря о вкусе. Поэтому Но если вы подписали... задайте этот лучше договор- вопрос, я буду. Да нет, я хочу вот Пожалуйста, апеллировать сразу имеет этому право слову. реплику, можете. Вы подписали этот договор, Да. изначально вы сейчас это признали, что наша страна не Я- готова. То мы открыли рынки других стран к себе. То вы не понимаете, что оттуда придет продукция, которая вообще полностью идет. Это же ваши слова сейчас. Мы Правильно. не готовы. Так почему вы не Отвечаю. подписали договор, шли об этом переговоры еще при том с 2007 года, Мгм. о том, что договор об ассоциативной торговле, асимметричной торговле. Почему вы не продолжили этот путь? Почему вы сразу открыли рынки? Вот тут вопрос. Отвечаю. У нас, во-первых, как не выборный год, у нас всегда почему-то Российская Федерация находит в нашей продукции всегда что-то такое, что оно не должно доходить на рынки России. И очень плохо, что наши производители привыкли выращивать и ждать, спать дома и ждать, пока у них придут с поля закупят. Они не привыкли ценить свой труд, они не привыкли тот вложенный свой труд правильно реализовывать, понимаете? И не надо сегодня обвинять правительство. Правительство не может сегодня приходить и обрабатывать вам поле. Правительство сегодня сделало все возможное, получает и субсидии. Вы обратите внимание, покажите мне хоть одного лидера, который ездит на коррупцию. Все на крутых машинах, все на крутых джипах и так далее, и так далее. Почему? И обратите внимание на их сельхозтехнику. У всех новая техника. 200, 300, 400 тысяч евро стоят комбайны и прочее. Что это деньги откуда? Это деньги, которые пришли с Почему европейского... люди, которые у них работают, Это деньги- получают копейки? Они не получают копейки. Эти люди, которые у них работают, они официально получают по 500, по 1000 лей, а остальное они получают в конвертах. А потом обвиняют правительство, что у них малые пенсии. Никто не хочет платить, но все требуют. Вначале давайте научимся платить налоги. Знаете, как есть в России реклама? Заплати налоги из список коина. Давайте мы вначале научим сами себя платить налоги, а после этого начнем требовать от правительства, чтобы повышали пенсии, заработную плату. У нас более 800 человек, которые живут на пенсии и на инвалидных дотациях. А 400, которые платят эти налоги. Как может государство прокормить вот эти 400 человек, как может прокормить? Вы Вот 4 эти года вот почему эти- не занимались этими? Занимаемся, проводим реформы. Мы не видели, что Проводим вы реформу. закрыли кого-то, чтобы вот людей, которые Проводим. этих сельских хозяйств, у которых джипы, а простые люди получают. Вы только что сказали, что они получают зарплату. Что правительство делало 4 года? Я не видел никаких проверяющих органов. Вы проверяли тех, кто начинает поднимать голос против нынешней власти. Кто вам сказал? А это видно, это народ простой. Или вы из Знаете, кабинета не видите. Но я вижу другую. Я знаю себя в селе, что люди молчат, потому что им осталось 2-3 года до пенсии. Они получают по 500, по 1000 лей, как вы говорите. Остальное даже не в черных. Вы знаете, наверх, когда получают коммунисты были у власти и вы были у коммунистов, вы тогда этот вопрос поднимали? больше. Да. И Я был рядовой член, я поднимал И эти что? вопросы. Вы решили эти проблемы? Как, Нет, потому как- что власть как- я хотел как больше. человек с компартии той власти, вы решили тот вопрос тогда? Что тот вопрос? Вы Какой? решили вопрос крестьян тогда? Нет, потому что Я Владимир объясняю. Николаевич думал о себе. Вы что, Мы говорим про так, тех. а что вы не ушли тогда, когда они были у власти? Почему вы вы не сказал, ушли? что я не тогда ушел? А когда вы ушли? Я ушел в 2008. Коммунисты-реформаторы образовались год назад. Мы Благодаря, говорим про себя. Я Благо- лично вышел в 2008 благодаря от Владимиру коммунистов. Николаевичу, благодаря его команде того времени, у нас сельское хозяйство было в упадке. У нас благодаря вашей той коммунистической партии, у нас сельское хозяйство заставляли у людей, брали семечку, тот же пшеницу, давайте, про зерно. Да. Зерно покупали у них, забирали по 70 копеек. Если они не отдавали по 70, то через налоговую службу забирали у них по 60 за долги перед налоговой. Была монополия на все, благодаря коммунистам. Когда пришли к власти мы сняли эту монополию. Вы обратите внимание, что сегодня обрабатываются все земли. При вашей власти, при коммунистах, более 60% земель пустовали. Они не обрабатывали, люди не хотели обрабатывать. Люди разлюбили землю. Вы были вообще в селах? Вы видели земли? Я? Земли сейчас тоже не обрабатывают. Кто вам Очень сказал? много земель. Какие земли? Потому что я у себя бываю, у Какие людей, у земли не народа. обрабатываются? Так, Земли уважаемые не участники, обрабатывается. я просила по одному вопросу. Здесь уже Вадим Влах. Время уже ваше вышло, поэтому остается только Плопа, господин Плопа. А как ваша вы определили, реплика. когда мы вдвоем между собой дискутировали? Я почему смотрела за временем. Я смотрела за времени. Если у вас есть реплика, если вы мне можете ответить на вопрос, что в ваших программах предусмотрено вот в решении именно этих проблем. По Проблема- сельскому хозяйству. Я понял вас. Проблема в том, что
правильно мой оппонент сказал про Владимира Николаевича. Мы признаем одну вещь. У Владимира Николаевича в 2001 году у него хватило ума назначить технократическое правительство. То есть правительство технократов, которое подняло эту страну. К сожалению, продлилось до 2004 года. Дальше Владимир Николаевич со своими сподвижниками начал думать о себе. И когда меня обвиняют в том, что вы там были, я работал на местах, и многие старые коммунисты, которые работали честно, не воровали, они поднимали районы. Потому что при тех людях, когда они были во главе районов, началась газификация, она в большинстве районов покрыла практически все население. Владимир Николаевич думал только о себе. И то, что происходит нынче, он превратился, он первый олигарх нашей страны. Дальше уже нынешняя власть породила еще несколько десятков олигархов. А мы говорим о том, что коммунисты делали хорошо до определенного момента. Мы выступаем за, опять же я повторюсь, за И национальный сейчас мы так протекционизм. хорошо живем? Нет, мы живем очень плохо. Это были реформы, они пошли. То есть мы приходим к тому, что мы говорим, если мы придем во власть, мы уверены, что мы придем, то будет назначено технократическое правительство. То есть технократы не то, как нынче, они ругаются между собой. Я хотел вопрос задать, к сожалению, вышло у оппонента время. Только он имеет право уже. Нет, я хотел задать этот вопрос. А я не выступаю, пусть ужасно. Суть в чем? Они, когда договаривались о коалиции, они распределили эти правительства, я, мне, ты себе, по родственным связям, назначали всяких начальников, департаментов, отделов. И что у нас получилось? Что у нас люди не работали. Он думал лишь о себе, я должен думать о своей партии. То есть люди, которые работают в органах, в госструктурах, они должны думать о народе, о стране. А у нас получается, что он назначил, а как бы там за партию я должен поддержать своих, и что мы получается, что большинство организаций начинает или полностью зеленые, или полностью синие, да бог с ним полностью зеленые, как министерство. Но у нас частные предприятия, Молдова Газ, нынче это вопиющий случай, они, если ты не член демократической партии, простой работяга, тебя выкидывают с работы. И точно Хорошо, так же а что других. в программах ваших предусмотрено, чтобы... Обратите, либерал-демократы этого не делают, правильно? Нет, зеленые. Если, я говорю, у вас госструктуры становятся зелеными, но там на уровне начальников отдела Мы никого не заканчивается. увольняем, мы никого не заставляем вступать в партию. Нет, они вступают, уже сами понимают Никого политику. не заставляем. Что мы думаем? Да. Что мы предлагаем? Во-первых, в сфере услуг одну вещь хочу сказать. У нас 60% от ВВП теневая экономика. Если у нас ВВП страны, внутриваловый продукт 100 миллиардов, то 60 миллиардов из этого, то есть помимо этих 100 миллиардов, это черная теневая экономика. Мы должны вывести ее. И это очень просто Каким сделать. образом это делать? Объясняю. Есть сфера услуги, сфера транспорта, где государство практически не получает деньги. Потому что мало кто чеки пробивает, потому что это невыгодно. Мы предлагаем ввести единый налог вот в этих областях. То есть на конкретике. Есть такси, да, в городе Камрате. Оно не пробивает чеки, когда садится пассажир. Введя единый налог на единицу машины, сумма определяется при переговорах с этими владельцами, то государство начинает платить деньги. Это было, раньше назывался патент. Но в 2007 году Игорь Николаевич Дадон волевым решением, может своим, а может своего тогдашнего руководителя Владимира Николаевича, отменил эти патенты. И государство получает тогда копейки, сейчас вообще их не получает. Понимаете? И сфера услуг точно так же. Говорим про прокат свадебных платьев. Простые примеры. Нынче в Кишиневе стоит от 500 евро арендовать свадебное платье. А если смотреть, какие налоги они платят, они платят копейки. По 20, по 30 лет, мы в убытке, мы в минусе. То есть надо отпустить вожжи, надо народу подняться. Не надо проверять их постоянно. У нас как только кто-то начал что-то делать, сразу приезжает налоговая, сразу приезжают контролирующие органы. И на одну минуту в нашем государстве более 60 проверяющих органов. Их И надо опять сократить это до 10-15. на средний предприниматель, а крупный Так это- бизнес? А что крупный бизнес? Крупный бизнес надо отпустить его работать, не проверять постоянно. Не проверять. И не надо делать политические решения. А какой у нас крупный бизнес? У нас крупный бизнес уже практически весь приватизирован. Металл, Феррос, Молтелеком, Банк Всё, Экономии, спасибо. аэропорт. Время истекло, для третьей части не остается у вас времени. Да, у нас есть еще время нашего оппонента. Нет, ну время нашего оппонента нам никто не давал согласия использовать, поэтому мы переходим сейчас к А вы по какому третьему. регламенту работаете, что вам не давали согласия? Знаете, По есть российская, регламенту- русская поговорка. Молчание – знак согласия. Если Нет, человек по молчит- регламенту, по декларации студии, телекомпании. Итак, переходим к третьему раунду. И третий раунд у нас опрос наших жителей. Я сейчас предлагаю посмотреть опрос, а после вы просто прокомментируете.
Хочется обновления в политике, в жизни людей. Особенно у людей такого, как я. Это наше будущее, то есть как мы проголосуем, так и пойдет. Смотря, не так пойдет, смотря кто к этому придет. Наверное, преобладание политиков, те, которые истинные патриоты Гагаузии, патриоты Молдовы, те люди станут у власти и могут руководить. И надеюсь, что сегодня политики, те, которые идут в власть, значит, это должно быть закономерно о том, что они должны служить народу. Чтобы не делали просто, как на Украине сделали, вон, бардак этот, что люди страдают. Что касается меня, все нормально. А вообще, конечно, я думаю, что условия не очень-то хорошие. Кардинально нужно все менять. Кардинально, потому что ситуация на сегодняшний день архиплачевная. Это мое личное мнение, да. И, конечно, нужно в первую очередь думать о людях. Это банально, но на сегодняшний день о нашем народе не думает никто. Достаточно сложно, учитывая ситуацию на Украине, у наших ближайших соседей. Да и, опять же, учитывая нашу экономическую ситуацию в Республике Молдова в целом. Ситуация достаточно сложная. Частным предприятиям дать им возможность просто работать и не душить, теми же налогами не душить их, просто дать возможность работать. Чтобы были рабочие места, и вот, чтобы новое поколение спокойно, смело, чтобы могли люди оставаться здесь на месте. Никуда не уезжать, а расти детей здесь. Единственное, что хотелось бы, чтобы все-таки победила более прагматичная партия, если так сказать. То есть та партия, которая ближе к народу, та партия, которая действительно будет стараться делать как можно больше для простого народа. Спасибо. Господин Влах, ваши комментарии по поводу опроса. Которые заходили на встречу в Дом Какие, культуры, например? в ДК, когда ждали лидера Демпартии Марьяну Луку. Какие, например, можно принять и Да прокомментировать? не одну. Надо было, можно принять только вот этих людей, которые действительно на улице говорили. А вы мне взяли, показываете, что говорят Демпартия. Мне это абсолютно неинтересно, я не собираюсь их комментировать. Надо было взять по Хорошо, Гагаузии, ну мы бы узнали действительно мнение людей. А сейчас мы узнали мнение Демпартии. Я уверен, что они говорили про себя тоже, вы просто их урезали. Там никто не говорил, что они демпартийцы. Давайте о хорошем, Люди оставьте не- эту Демпартию. Ну давайте о хорошем. Скажите, что предусмотрено в ваших программах, чтобы люди жили лучше? В нашей программе? Да, в программе партии. В нашей программе все предусмотрено. Я же Что- сказал, в первую что очередь именно? в первую очередь у нас это реформы. Так. Проведение реформ и чтобы реформы работали на благо жителей Республики Молдова. Чтобы жители Республики Молдова поняли, что проводимые без проведения реформ мы никак не сможем подняться с колен и не начнем развиваться правильно, если у нас, еще раз повторюсь, не пройдут реформы. Реформы нужны. Скажите, а многие вот говорят о том, что вот когда проводят вот эти реформы, которые проводятся, действующая власть не советуется с народом. Нужны эти реформы, не нужны. Вот, Вы имеете в виду, надо было проводить референдум? Мы же ну, не меняем Конституцию. Допустим, Мы- с кем советуется действующая власть, чтобы провести эти реформы? Подождите, есть... Вы знаете, всегда что-то когда-то устаревшее, Да. ее надо обновлять, менять. У нас после развала Советского Союза, у нас было образование, у нас как работала налоговая система, у нас как работал суды и прочее на коррупциях и так далее. Они так и работали. Это все надо в корень менять. И мы за это взялись. Мы не испугались того, что перед выборами нас будут обвинять, что мы там кому-то не нравится образование, вот видите ли, камеры поставили, кому-то еще что-то не нравится, вот налоговая, почему налоговая там дополнительные налоги вводят или проверки и так далее. Конечно, это не будет нравиться. Если человек катается на крутой за 120 тысяч евро на машине, но официально он нигде не работает, конечно, не будет нравиться. Или же он официально чистится, что получает зарплату в 500 или в 1000 лет. Конечно, это не будет нравиться. Но простые-то люди ждут от нас перемен в лучшую сторону. Простые люди ждут поднятия заработной платы, бюджетники, пенсии, пенсионеры и социально уязвимые население ждут помощи от нас тоже. А вот ваше отношение вступления Молдовы в Евросоюз или в таможенный союз, как вы прокомментируете? По какому пути должна идти наша страна? Наша страна должна развиваться правильно. И мы выступаем Как за... найти этот правильный путь? Этот правильный путь это Европейский Союз. И
Естественно, что когда дойдем до того дня, что Молдова должна выбирать европейский курс или вхождение в Евросоюз или в таможенный союз, то по всей республике Молдова пройдет референдум, как и положено, потому что изменить Конституцию уже нет той партии, которая может самостоятельно изменить Конституцию в парламенте. Нет того большинства в парламенте, которые могут проголосовать без проведения референдума за вхождение в тот или иной союз. Поэтому по-любому референдум будет проведен по всей республике Молдова. Сейчас мы взяли курс евроинтеграции, но это не говорит о том, что мы завтра вступаем в Европейский Союз. Но дело в том, что не могу понять около 6-7 партий, 8 партий, которые говорят о таможенном союзе. Я знаю, что этот союз существует на бумаге, де-факто он как такового, знаете, просто ставить какое-то государство стран СНГ на место, как бы унижать, вот как с Украиной сделали, потом то, что с Молдавией пытаются делать, введя эмбарго на различные наши продукты, это больше от таможенного союза никакой помощи нет. Поэтому те партии, которые сегодня говорят о таможенном союзе, я бы им предложил объединиться в один блок и идти одним блоком, чтобы люди голосовали действительно за блок таможенного союза. Я посмотрю, сколько наберет тот блок тогда. Сейчас они обвиняют друг друга. Вот коллега обвиняет бывших своих коллег коммунистов, что они там не правы и прочее, прочее. Но те сегодня говорят о таможенном союзе. Вы сегодня тоже Что говорите? говорит Владимир Николаевич? Он Конечно. вообще не знает, о чем говорит. Пожалуйста, пройдите Сегодня таможенный союз, пожалуйста. вчера он евроинтеграцию, он сам не знает, о чем По говорит. всему Камратове висят билборды, где написано: мы за референдум о вступлении в таможенный В союз. уставе Компартии написано, что они за евроинтеграцию. Спасибо. Да. Но вы сегодня говорите тоже о таможенном союзе, и они о таможенном. Нет, Вы будьте куда? внимательны. Я сказал за стратегическое партнерство экономическое со стран. Договор об асимметричной Вы торговле. куда хотите вступить? Никуда. Вот четко отвечаю. Ну, я тогда не знаю, как вы Спасибо. призываться. Спасибо. У вас остается ровно 1 минута, даже 56 секунд для обращения к избирателям. Вы, господин Плопа, ваши комментарии, пожалуйста. Ну, Люди хотят жить лучше. Ну, естественно, и мне понравилось, что я услышал, что люди хотят меньше налогов, хотят, чтобы не душили их. Мне это понравилось, и я это высказал сегодня в передаче. То есть надо отпустить работать людей. Государство должно помогать бизнесу. У нас на данный момент резервы Национального банка составляют больше 3 миллиардов долларов. А они просто висят. Мы потеряли за время этой не партии, а этой коалиции за последние 4 года, мы потеряли Нацбанк. Не Нацбанк, а Государственный банк, Банк Экономии. То есть у государства нету своего банка. А что у нас происходит нынче? Каждая структура, министерство или госпредприятие, контролируемые партиями, которые находятся у власти, имеет свои интересы или свои акции, или какие-то другие интересы шкурные в одном или в другом банке. И они заставляют данные предприятия или организации обслуживаться в различных банках взамен того, что все госпредприятия, все госучреждения должны обслуживаться только в государственном банке, у которого принадлежит 100%. Мы говорим о том, что у нас сельское хозяйство, почему каждый год у нас какие-то катаклизмы, и все начинают говорить о том, что вот пришел снег, пришел град, пришел то. Но, во-первых, есть определенно очень недорогие технологии, но наши люди не хотят ими воспользоваться, потому что многие из них не знают. Потому что у нас есть министерство с кучей институтов, непонятно за что получающие деньги. У нас при каждом районном совете есть управление сельского хозяйства. Я не понимаю, чем там люди занимаются. Они какие-то циферки, работают с 8 до 5, какие-то циферки пишут, отчеты, но они не идут к людям на место. А взамен, то есть ихнюю работу мы приглашаем какие-то фонды, инвестиции, не знаю что, приезжайте и объясняйте людям. А за что тогда эти чиновники получают? Давайте их упраздним, эти структуры, и пусть приезжает какой-то, неважно, европейский, из Африки, из Австралии, из Америки или из России, какие-то грамотные компании, пусть они будут помогать нашим сельским хозяйствам. У нас нету, почему каждый год наши сельскохозяйственники плачут о том, что у них потерялся товар из-за града или наводнения или засухи. Но у нас нету ни одной компании, которая страхует дешево. У нас это во всем мире, кстати, есть, а у нас этого нету. Потому что каждый сельхозпроизводитель должен иметь право недорого застраховать свою продукцию. Почему они не страхуют? Потому что это дорого. Потому что банки душат кредитами, а кредит для сельскохозяйственного производителя должен быть 0%. Мы должны поднять. У нас сейчас сельхозная страна, аграрная. Мы должны ее поднять хотя бы до аграрно-индустриальной.
И коротко ваше отношение, по какому пути должна развиваться наша страна? Значит, мы, во-первых, когда нынешняя власть подписала договор об ассоциации, она не спросила мнения народа. Последний социологический опрос показал, что 44% хотят за таможенный союз, 43% за вступление в Евросоюз, но их задали простой вопрос: куда вы хотите? Но если бы спросили третий вопрос: вы за Молдову, саморазвивающий, не вступающий ни в какой блок, то я гарантирую вам, что 80% населения проголосовало бы за то, что Молдова не должна ложиться ни под кого. И опять же тот же вопрос вам задаю: почему вы, правый фланг, не объединились? И тогда мы увидели, вы за евроинтеграцию, но вы же между собой в правительстве ругаетесь. Вы бы и там переругались за места, выше, ниже. А за таможенный союз за кого голосовать? За Додона, который в 2007 году четко написал, что он хочет в Евросоюз? То есть, что должен быть этот договор? За Воронина, который сам не знает куда, сегодня он туда, а завтра туда? Нет, мы четко говорим, мы Время хотим ваше идти. тоже истекло. Буквально коротко, если есть у вас друг другу реплики, ну буквально 1-2 минутки я могу вам позволить еще высказаться, господин Влах. Это от нас уже. О, спасибо. Спасибо за подарок такой больше? любезный. Да. Нет, я просто скажу, то есть, если вы верите нынешней власти, то голосуйте за них. Если сегодня оппонент говорил за какие-то реформы, продолжают, я одно не могу понять, чем они тогда 4 года занимались, нынешняя власть. Потому что то, что происходит в здравоохранении, мы прекрасно знаем, что пришел в больницу, все забыли про твой полис. Единственный его положительный эффект, что ты не платишь за кровать, 170 лей в сутки. Остальное ты должен платить за все. В учебе мы не говорим, что камеры это плохо, но советская система образования считалась одной из лучших. Зачем вы это разрушили? И вопрос в чем? Вопрос не в том, почему не сдали. В этом году практически половина учащихся не сдали бакалавр. А вопросы надо ставить более в корне. Почему ушел тот педагогический кадр? То есть у нас нету этого педагогического контингента, который бы преподавал. Вот оттуда надо менять. Ну что ж, спасибо. Время наших дебатов уже вышло. И прямо Так сейчас... мою- если вы хотите тактично реплику, вы отказались чтобы я просто. Но продолжите, Нет, да. я вас обвинять не буду. Я просто хочу сказать, что мы, во-первых, для того, чтобы у нас в селах, населенных пунктах пришли молодые специалисты, педагоги, врачи, мы должны создать условия. То, что мы и делаем сейчас. Занимаемся тем, чтобы в селах были созданы условия для молодых специалистов. Это первое. Что касается спросить у народа подписания ассоциации о свободной торговле между Европейским Союзом. Точно такой же договор о свободной торговле есть подписан со странами СНГ. Почему вы тогда не поднимали вопрос, когда Филат 3 года назад подписывал этот договор, чтобы надо было посоветоваться с народом? Кто говорил, что я лично Нет, не вы поднимал? сейчас говорите, вот надо было поднять, чтобы спросили мнение народа. 3 года назад Филат подписал своей рукой о свободной торговле между странами СНГ. Никто ничего не говорил. Подписано с Европейским Союзом. Почему подписали с Европейским Союзом? А по простой причине. Если на той стороне 170-180 миллионов потребителей, на европейской стороне 500 миллионов потребителей нашей продукции, просто мы ее должны правильно предлагать покупателю. Мы должны научиться наконец-то ценить свой труд. Понимаете? И сегодня Европейский Союз делает все возможное, выделяя деньги для сельхозпроизводителя, помогая сельхозпроизводителю. Вы думаете, итальянцы, французы будут пить наше вино? Никогда в жизни. Они выпьют 5% и все. Они, во-первых, они потребляют свой продукт, а никогда не потребляют чужой. Давайте признаем этот факт. Нас не ждут на этом рынке. Этот рынок перенасыщен своей сельскохозяйственной продукцией. Я понял. Вы не согласны с этим? Я не согласен, почему? По одной простой причине. Скажите мне, пожалуйста, когда Молдова делала хорошее вино? Молдова? Да. Молдова всегда делала В хорошее вино. советское время, потому что работал госстандарт. После развала Советского Союза у нас не было столько винограда, сколько в 2-3 раза было больше вина. Спрашивается, если с тонны Нет, я прекрасно знаю, о чем вы говорите. С тонны винограда сколько вина может выйти? Примерно. От олиготе выходит 70%. В среднем в районе 40-50%. А у нас в Молдавии с тонны винограда делали 5-6 тонн вина. Спрашивается, что было в этом? Это было вино или это была вода? Та же Россия, она устала, она говорит, ребят, сколько можно? Мы тоже вино, точно такое же вино можем покупать из Чили и в 10 раз дешевле, чем ваше молдавское вино, которое называется. А что вы сделали за 4 года, чтобы ничего этого не было?
За 4 года? Да. За 4 Вы года? разрушили полностью все. Успокойтесь. За 4 года после вашего управления мы, во-первых... Да не были мы у власти, еще раз прошу вас внимательно. Вы не были у мы коммунистов. власти. Вы были у коммунистов. Уважаемые И участники. за 4 года мы открыли рынки России. За 4 года мы открыли рынки России. Но благодаря таким, как некоторые политики, которые сейчас рвутся в власть, которые не выходят и целуют лестницу Кремля, которые обвиняют всегда молдавское правительство и говорят, вводите эмбарго на фрукты, на вино и так далее, и за нас крестьянин проголосует за, Благодаря наш, этому за нашу человеку вы партию. остались у власти. Ну признайте это, он проголосовал за вашего президента, которого вы избрали. Вы Вы же ему должны спасибо Вы говорить. имеете в виду Додона? Ну естественно, он же прошел тест государства, наш президент, и благодаря ему вы остались у власти. Ну, пусть и его- после этого, так вы ему спасибо сейчас должны говорить. Потому что, ну стойте, если в 16 марта он бы не проголосовал, тогда бы вы были бы досрочные выборы, неизвестно, выиграли бы вы их тогда или нет. Правильно, да? Но он избрали президента, дальше было одно правительство снято, было другое назначено, неважно, и вы подписали договор об ассоциации. Вы этому человеку должны поставить памятник при жизни, что благодаря ему вы подписали договор об ассоциации. Ну, завтра пойду к архитекторам, Уважаемые чтобы начали участники, памятники вынуждены Нет, я прервать. сейчас благодарю их в кавычках. Я вынуждена Пожалуйста. прервать вашу очень интересную дискуссию, но время дебатов вышло, и сейчас у вас Час есть... пролетел так быстро. Да, Нет. даже Час? дополнительно, да. Вот интересная дискуссия, поэтому и быстро время идет. Теперь Часа три у вас еще можно есть возможность обратиться к телезрителям, у вас еще есть по 1 минуте, и постараться убедить их, чтобы голосовали за ваши партии. Пожалуйста, Петр Влах. Уважаемые жители Республики Молдова, жители автономии, я обращаюсь к вам от имени Либерально-демократической партии Молдовы и заверяю вас в том, что Республика Молдова сегодня идет правильным путем. Курс взятый евроинтеграции, это путь развития, это путь, который даст Республике Молдова возродить ту былую традицию, тот аграрный сектор, то государство аграрное, которое должно быть, то аграрное государство, которое Республика Молдова является, и что наша экономика это только путь, который взял Либерально-демократическая партия Республики Молдова, это евроинтеграция, это реформы, это развитие, это будущее наших детей. Спасибо. Еще 6 секунд. Главный лозунг. Голосуйте 30 ноября, голосуйте за либерал-демократов Республики Молдова, голосуйте за свое будущее, за будущее ваших детей. Спасибо. И господин Попа, ваше обращение. Дорогие жители Гагаузии, напоминаю, что наш лозунг, которым мы идем на выборы, это против всех, кто был у власти. Эти люди, которые были у власти 23 года, ничего хорошего не сделали. Они думали только о себе. Если в начале своего правления они, может быть, что-нибудь делали для вас, то потом они строили себе заводы, дома, отдыхали на фешенебельных курортах. А как только начинается предвыборная гонка, снова вспоминают о вас. Если вы хотите, чтобы эта страна развивалась успешно, чтобы спрашивалось ваше мнение по вектору развития, по тому, как должна жить наша страна, голосуйте за партию коммунистов-реформаторов Республики Молдова. Партия, которая выступает за сокращение контролирующих органов, за национальный протекционизм сельского хозяйства, а также за тотальную борьбу с коррупцией. И напоминаю, мы не хотим всех сажать, потому что те, кого поймаем на взятки, они не будут сидеть в тюрьме, они будут работать на благо общества, убирать мусор, который они сами создали, а мы будем жить красиво и счастливо. Голосуйте 30 ноября, номер 6 в списке, партия коммунистов-реформаторов Республики Молдовы. Спасибо. Уважаемые телезрители, отведенное время для дебатов подошло к концу. Напомню, что в сегодняшних дебатах приняли участие Петр Влах, кандидат в парламент Республики Молдова от Либерал-демократической партии, Руслан Плопа, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии коммунистов-реформаторов. И были приглашены кандидаты от партии либералов-реформаторов, но они не подошли к сегодняшней нашей передаче. А я с вами прощаюсь, но дебаты на канале АТВ продолжаются. Завтра вечером на нашем канале внешнюю и внутреннюю политику Молдовы будут обсуждать представители еще 3 политических партий. Это политическая партия движения «Антимафия», Национал-либеральная партия и партия социалистов Республики Молдова. С вами была ведущая Елизавета Ротарь. Спасибо участникам за сегодняшнюю интересную дискуссию. А вам за внимание. Спасибо. До свидания. Спасибо большое.
свидания.